Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. До азана у нас еще есть время, поэтому, иншаллах, я прошу Аллаха, чтобы Он дал нам возможность провести это время с пользой и мне донести до вас только, иншаллах, полезную информацию. Альхамдулиллах, недавно состоялась такая довольно долгожданная командировка, потому что я очень долго собирался, делал дуа, чтобы Аллах дал мне возможность сделать зияра, то есть посещение ради удовольствия Аллаха наших братьев. И на самом деле, дорогие братья, сегодня мир, несмотря на то, что планета Земля, расстояние, они ближе не становятся, но современные достижения человечества, транспорты, виды транспортов, они на самом деле упрощают нам общение. И вот это великое поклонение, которое всегда призывал и призывает сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это аз-зиярату филлях, то есть посещение, навещание друг друга ради довольства Аллаха. Мусульмане, если имеют такую возможность, они должны встречаться. Они должны навещать друг друга. И, к сожалению, многие из нас, вот я, например, когда рос у себя в селе, у нас в семье кому-то сходить в гости, это было признаком безделья. И когда мама предлагала папе, отцу куда-то сходить в гости, отец говорил: «Сенің ішің yok мыны? У тебя что, дел нет? Я сейчас тебе найду дело». Но в исламе сходить куда-то в гости, посетить кого-то, проведать, Аллах возвысил до уровня поклонения. И в исламе, бросив все дела, пойти куда-то, потратить на это время, а может быть и дни, и недели, силы, расходы финансовые, это поклонение и никак не является бездельем. Поэтому, особенно сегодня, когда мы имеем возможность, не посещая друг друга, просто набрать по телефону, сделать не просто аудиозвонок, еще и видеозвонок, хотя в последние дни особенно тяжеловато стало, да? Увидеть даже лицо на экране твоего близкого друга, родного человека, родителей. Я знаю, вот наши братья узбеки, таджики, которые оставили своих родителей там, приехали на заработки, они не имеют возможности постоянно навещать своих родителей. Но они имеют возможность набрать видеозвонок, сделать, увидеть лицо, глаза матери, отца, свое лицо показать, да? Поэтому это все благо. Но это не должно мешать нам просто навещать друг друга ради Аллаха. И поэтому мы видим даже в татарской литературе, татар адабиятында, в русской литературе, произведения писателей, когда один человек, сделав намерение посетить свою сестру старшую, пожилую, пешком, когда не было дорог, не было транспорта, по несколько дней они шли куда-то, в какое-то селение, там блуждали, но доходили до родных и посещали. Они тратили несколько дней. Сегодня мы можем 1000-1500 километров даже на машине проехать. Я еще про самолет не говорю. Поэтому мусульмане должны навещать друг друга. Это сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы знаем хадис, когда еще в древние века, это не время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это было до пророка,
когда один верующий оставил свою семью, свое селение, свои хлопоты, заботы и просто бисмилля пошел в другое селение пешком. И когда он шел по дороге, Аллах отправляет к нему с небес ангела. И этот ангел в облике человека, путника, идет к нему навстречу. Он останавливается, дает ему салям. Они приветствуют друг друга, и он спрашивает: ты куда ты идешь? Хотя ангел прекрасно знает, куда он идет. Куда ты идешь? А я иду, направляюсь вот в то-то селение. А зачем? Что там есть? А там живет такой-то, такой-то. Хочу вот просто проведать его, узнать халярыничек, как у него дела. И тогда ангел спрашивает: он тебе что-то должен? Или ты ему что-то должен? То есть есть какая-то финансовая, материальная твоя заинтересованность. Вот он тебе деньги не возвращает, сейчас пойду, буду разбираться, заберу деньги, да? Нет. А зачем идешь? А иду просто потому, что я его люблю ради Аллаха. Он любит своего брата просто ради Аллаха. Не потому, что с ним выгодно дружить, не потому, что там он ему должен, задолжал денег. Просто, бисмилля, ради Аллаха. И тогда ангел говорит: я ангел с небес, который Аллах Тааля меня отправил на эту землю. И Аллах отправил меня для того, чтобы сказать тебе, что Аллах тебя тоже любит. Поэтому эта сунна, она не должна теряться. Мы должны навещать друг друга. Иногда вот на выходные нужно заранее планировать, детям сказать: улым, кызым, вот давайте мы собираемся, едем в деревню, там у кого-то 300-400 километров. Да, столько бензина потратить. Это все на пути Аллаха. Проведать пожилую тетю, родители у кого живы, бабушка, дедушка. Поэтому это сунна, альхамдулилля. И вот возвращаемся. Альхамдулилля, Аллах Тааля дал возможность с братьями посетить Дальний Восток. Я вот всегда задавался вопросом, почему та же Сирия, вот сейчас конфликты идут, да, Израиль, почему это Ближний Восток, а там Дальний Восток. Ну, на самом деле, оказывается, он очень Дальний Восток, хотя наша страна, да, альхамдулилля, 8 часов мы летели, и самая первая наша поездка была остров Сахалин. Альхамдулилля, там наши братья в свое время начинали открывание первых махалля, первых приходов, молебенных домов, вот, машаллах, еще 5-6 лет тому назад, да, милость Аллаха, вот посетили там наших братьев. На самом деле, ну, страна огромная. Мы сели в самолет и зашел Ахшам. Мы почитали Ахшам намаз, но так как мы летим на восток, там солнце очень быстро идет. Мы к солнцу идем. И буквально через час мы прочитали Ясту намаз, и буквально через час мы прочитали утренний намаз. И приземлились на Зухр намаз. Вот как-то так у нас все получилось. То есть за 8 часов там уже все, мы на Зухре были. Вот. И на самом деле очень красиво. Вот Антон Павлович в свое время, Чехов, который навещал, и который он на самом деле дал известность этому острову всему миру, да, он, конечно, не только хорошее про это писал, да, что там концлагеря эти были, но природа, машаллах, остров, который очень узкий, но длинный, 1000 километров. И вот на этом острове за 8 часов, это сколько тысяч километров, живут наши братья, которые совершают 5-кратный намаз, которые кушают только халяль, альхамдулилля. К сожалению, татар не так много, братьев киргизов много, узбеки, таджики есть, да, имамы, вот Якуб Хазрат, потом очень красивый Коран читает, Шукур Хазрат, вот мы с ними встречались, тоже собирались с братьями. Ну, мечети Алтан у них нет, да, вот сколько лет они прямо боролись за это, и вот взяли в аренду ангар МЧС. То есть МЧС, пожарная служба, хранила в этом ангаре материалы свои, да, нужды. Ну, давно он уже его не использовал, МЧС, и вот они писали письма, и вот через какие-то структуры, службы они смогли взять в аренду этот ангар. Это вот обычный ангар,
железный, они его утеплили, внутри ангара сделали балкон на 2 этажа. Ну, альхамдулилля, этот ангар, там про красоту, про эстетику, конечно, просто говорить не приходится. Зимой там очень холодно, они там пытались его несколько раз утеплять, отопление добавляли, ну, пока безуспешно. Но, машаллах, у них есть место, куда они могут прийти и совершать намаз. Это город Южно-Сахалинск. Получается, это столица Сахалина. Вот. Альхамдулилля, на джумга битком 600, 700, 800 человек каждый джумга совершают намаз. Машаллах, 5 намазов совершают. Рядом построили тоже щитовой дом, мадресе, там теплее. И там прямо сидят дети, учат Коран, машаллах. Поэтому вот очень за братьев обрадовали, сделали дуа, салям передали, они тоже вот аманет, поэтому большой салям всем от братьев Сахалина, поэтому знайте, и там есть наши братья. Природа очень красивая, небольшие такие горы, со всех сторон. Тут Татарский пролив, вот татары везде. Да, тут Охотское море, вот, машаллах, ну, как бы, альхамдулилля, очень приятная встреча была. Потом мы вылетели во Владивосток, там наши братья встретили. Ну, по вот то, что я запомнил, в 4 местах есть молебенные дома, мечети нет. Мечети однозначно нет, минаретов нигде не увидите, и азан по микрофону нигде не услышите. Ну, вот пока так. Вот. Но, альхамдулилля, братья добились, в 4 местах совершают намаз, это первые этажи, МРОМ, это как бы мусульманская религиозная организация. И вот все братья знают, что туда можно прийти на намаз, а на джумга они уже просят у частников стадион, чтобы несколько тысяч братьев пришли, смогли там намаз сделать. Вот. Поэтому, ну, как сказать, каждый праздничный намаз, там для имамов это целая операция, целый джихад, это письма, это согласование, администрация, силовики, безопасность дорожного движения. Поэтому для нас, вот здесь в Татарстане, для имамов это праздник, да? А там это целый труд, поэтому вот тоже сделали дуа за братьев. Администрация уже более 20 лет выделяет какие-то земли. Ну, пока выделяются земли там, где невозможно строить мечеть. Поэтому, так, мы вам дали землю? Вот дали. А там разрешение на строительство, дорог, ничего невозможно получить. Вот поэтому как-то пока так. И Татарстан пробовал, и руководство наше переговорили с Приморским краем. Ну, пока Аллах не открывает. Поэтому вот Владивосток. Потом мы вылетели в Хабаровск. Но, честно сказать, после Сахалина, Владивостока, Хабаровск нас обрадовал. Во-первых, там есть земля, и они там начали мечеть строить. Во-вторых, ну, увидели их молебенные дома, и уровень, и ремонт, ну, немножко другой уровень. Машаллах. Тоже практически во всех молебенных домах были, ну, дали джумга провести на улице. Это вот как у нас производственная зона, вот там где-то молебенный дом есть, но туда они не вмещаются, все лето они на улице. Стелят ковры, волонтеры, машаллах, работают. Вот, кстати, для нас это хороший опыт, куда машины ставить, куда нельзя ставить. Это мы там на джипе заезжаем на газон или там всю дорогу закрываем. Вот, кстати, в прошлую неделю там один оставил свой, я хотел еще номер в группу закинуть, там у нас 8 тысяч человек, немножко пристыдить, вот у нас такая проблема есть. А там это скандал, до администрации доходит, а потом еще землю могут забрать. Вот поэтому там братья очень аккуратные, машины, все стараются ставить правильно. Но несмотря на такие условия, 800 человек примерно было на джумга. И таких примерно в Хабаровске 3-4 места. Получается 4 махалля. Вот. Были мадресе, все уже достраивает мадресе. Альхамдулилля, коттедж выкупили и его делают 1200 квадратов. И вот самое, машаллах, в Хабаровске такое достижение,
к которому они шли десятилетия, дорогие братья, десятилетия, они взяли свою землю. У них есть участок под строительство мечети. И вот как рассказывали, там и бабайлар были, в 95-х они начали эту борьбу за участок, это на самом деле борьба. Да, в 95-х бабайлар, кстати, вот все-таки я как татарин горжусь, да, в начале, и вот все-таки татары, они более такие коммуникабельные, да, может быть где-то и хитрые, да, вот они начинали бабайлар в 95-х, начинали борьбу за участок, это предлагали, то предлагали, население было против, обратно изъяли. В 2016 году они добились участка. Сколько лет? 21 год Махалля борется за участок. 21 год. Представьте себе, еще даже разрешения на строительство нет. Будет, не будет. Вот он участок. 21 год. Уже те бабаи, которые начинали, они уже умерли. Пусть Аллах вознаградит их. И вот через 21 год им дали документ. У них есть земля. Потом 8 лет они получали разрешение на строительство. Вот сейчас Гарафи бабай сидит, сейчас он вспоминает, как здесь начинали. Да? Было очень тяжело. Бабай, когда я сказал, маленькую мечеть здесь нельзя строить, бабай прямо отругал меня, как пацана. Да? Хазрат, ты знаешь, я уже 2 ботинки, говорит, все уже выкинул, пока, говорит, по порогам бегал, чтобы разрешение на маленькую мечеть. Здесь маленькая мечеть должна была быть. Я говорю, бабай, здесь нельзя маленькую строить, здесь большая должна быть. Вот. Они участок получали 21 год, разрешение на строительство получали 8 лет. 8 лет. Вот Алмаз Хазрат здесь сидит, он занимается получением разрешения. 8 лет. И вот, альхамдулилля, начали строить. Начали строить 2 брата татарина, муфти Ахмад Хазрат, это прицедум, то есть под Талгат Хазратом, и его помощник Айдар Хазрат, вот, альхамдулилля, тоже татарлар, да, вот, они начали строить, и азербайджанцы рядом, и чеченцы рядом, и дагестанцы рядом, и узбеки, таджики, машаллах. Вот вместе это все делают, сейчас уже 2-й этаж начали заливать. У них архитектор тот же, как и у нас, Мусин Дмитрий Рашитович. Мечеть чуть меньше, 2500 квадратов у нас, 2000 у них квадратов. Но так как это Дальний Восток, конечно, им будет дороже. Там и металл дороже, и бетон дороже, и работа дороже. Вот поэтому, бисмилля, мечеть они начали строить. Поэтому, дорогие братья, все делайте дуа. Дуа, чтобы на Дальнем Востоке, а он огромный Дальний Восток, да, это первая мечеть. Это первый минарет, который поднимется над городом. Владивосток огромный город, мечети нет. Сахалин на весь остров, мечети нет. Магадан, мечети нет. Камчатка, мечети нет. Даже многие регионы пока даже не мечтают, что у них мечеть будет когда-нибудь. А вот это первый минарет, это очень важное событие. Я даже вот собрал их, я говорю, за чаем, я говорю, вот давайте я сейчас вам выступлю, да. Я говорю, братья, вот джазакумуллаху хайран, даже если вы не сможете мечеть, даже не будете мечеть строить, вы уже победили. Потому что у вас есть земля, у вас есть разрешение на строительство. Поэтому, машаллах, вот я думаю, еще через некоторое время мы тоже поучаствуем в этом деле, получив благословение нашего муфтия, да, вот поучаствуем, об этом я еще скажу, да, но, дорогие братья, делайте дуа. Это великое событие, когда там поднимется минарет, там будет азан, и мусульмане спокойно в прекрасных тахаратных, да, на прекрасных коврах, иншаллах, будут совершать намаз. Это великое событие, пусть Аллах им поможет, Аллах Тагаля ярдаминнан ташламасын. И вот на самом деле сегодня построить мечеть в Татарстане, да, когда мы идем к Рустаму Нургалиевичу, в Казани идем к Медшину, они дают нам земли не 21 год,
да, мы получаем земли, вот у нас 1500 мечетей. Потом, когда деньги заканчиваются, у нас хазраты еще к ним идут. Вы нам землю дали, еще денег дайте, пожалуйста. Вот у нас такая ситуация, да, а там абсолютно другой мир, другие условия, поэтому пусть Аллах им поможет, Аллах Тағала хайырлы гына жеңіллік белән мәчетләрен салып чыгарга насип етсен, иншаллах. Джазакумуллах хайран, дугада булыгыз.